Расширенное заседание двух комитетов по государственно-правовой политике и по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны открыл спикер парламента Лаша Ашуба. Тема встречи – участившиеся в последнее время задержания и уголовные преследования граждан Абхазии, получающих детские пособия в России. Сегодня наша встреча посвящена теме, которая активно обсуждается и в обществе, и нашими гражданами, в том числе обсуждалась в парламенте. Это вопрос, связанный с материнским капиталом и пособиями. Собственно, поэтому решили сегодня встретиться, обсудить вообще текущую ситуацию. У депутатов была соответствующая инициатива, и вот решили на площадке Комитета по государственно-правовой политике и социального комитета такие небольшие слушания организовать и выслушать точки зрения и понять, как быть с этим вопросом. Мы с Рашидой Азаретовной решили поработать с этим вопросом, да, и действительно комитет расширенный такой, совместный создать из-за того, что к нам обращается немалое количество наших сограждан с очень серьезными проблемами. Эти проблемы, надо признать, как юрист, я должен сказать, что эти проблемы, к сожалению, очень трудно решаемы. И понятно, что в ряде случаев, да и в большинстве, наверное, случаев, есть и определенная вина наших граждан, наверное, в том, что так сложилось. Но надо понимать, что наши граждане, это в любом случае наши граждане, и мы в любом случае должны защищать их интересы настолько, насколько мы можем себе это позволить. В расширенном заседании двух комитетов приняли участие представители исполнительной власти. Депутаты попросили их коротко высказаться по теме встречи. Конечно же, этим вопросом не то что озабочен президент и все структуры исполнительной власти, которые так или иначе касаются этого вопроса, задействованы в решении данного вопроса. Очень хорошо, что мы в таком составе обсудим совместно выработанную позицию, не только позицию, а возможные варианты решения этого вопроса. Если они есть, давайте искать вместе. Они наверняка есть, но все зависит от того, какие силы и средства для этого нужно задействовать. Расцениваю это как свидетельство того, что исполнительная власть, депутатский корпус, администрация президента понимают всю важность, актуальность, чувствительность, я бы так сказал, всего вот этого спектра вопросов и проблем и намерены незамедлительно приступить к решению этих вопросов. По сути, это безальтернативный ход. Мы обязаны, как вы совершенно справедливо сказали, защищать интересы наших граждан настолько, насколько это возможно в рамках законодательств двух стран. Министр юстиции Андрей Барцец и министр социального обеспечения Руслан Ачба отметили, что уже давно занимаются проблемами жителей Абхазии с двойным гражданством, получавших российские пособия. Но ситуация требует комплексного государственного подхода. Мы пытались в таком единоличном формате оказывать содействие нашим гражданам. Дальше стало понятно, что обращения увеличиваются, количество людей, которые столкнулись с этой проблематикой, увеличивается, и в этой связи есть определенные системные решения, которые уже начали реализовываться, чуть позже мы об этом подробнее проговорим, и, разумеется, вот совместная работа в рамках решения вот этого сложного процессуального вопроса, за которым стоит нормативные преграды, международные трудности. Я думаю, что вместе мы к определенному решению придем. Спасибо за приглашение. Мы уже, как уже сказано было, занимаемся этим вопросом уже некоторое время, но пришли к тому, что на уровне межведомственных отношений решить этот вопрос уже не получается, и потому необходимо принять совместные усилия, и мы надеемся, что совместными усилиями мы к чему-то придем. Глубокую обеспокоенность ситуацией выразила омбудсмен Анна Скишмария и представитель МВД Инал Маршания. Это участившийся случай уголовного преследования граждан Республики Абхазия, имеющих гражданство Российской Федерации, в связи с оформлением и получением социальных выплат для детей. Ситуация, с которой мы имеем дело, вышла за рамки частных случаев и носит системный характер, оказывая не только правовые, но и гуманитарные последствия для добросовестных граждан. Министерство внутренних дел Республики Абхазия глубоко обеспокоено этими случаями и заинтересовано в скорейшей выработке эффективного механизма защиты наших граждан
а также в предотвращении вовлечения в уголовные схемы лиц, действующих по незнанию или по наущению недобросовестных посредников. Особенно хочется подчеркнуть, что каждый случай, каждое обращение, оно неповторимо, оно уникально, и всех под одну гребенку трудно будет классифицировать. Тем не менее, да, наши сограждане, им проще разрешать свои проблемы самостоятельно, нежели обращаться к уполномоченным органам. И массовость, которую набирает, да, она на самом деле еще больше, чем то, о чем мы с вами будем говорить и обсуждать. То есть цифры, количество людей, пострадавших от этих санкций, будет огромное. И сегодня мы принесли несколько предложений, которые будем с вами обсуждать для коллегиального решения. Дальнейшее заседание прошло без присутствия СМИ. Мы решили вас пригласить, чтобы население Абхазии знало, что мы тоже озабочены этими проблемами, но ввиду особой щекотливости и сложности этой темы, а также для того, чтобы мы могли более открыто обсудить возможные выходы из данной ситуации, мы попросим вас оставить нас наедине, пояснил депутат Дауд Хутаба. Надежда Боровикова, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.